Меня всегда мысли мои как бы о внешнем виде лиры, они меня всегда напрягали и мучили. Почему? Потому что всегда невольно сравниваешь нашу лиру со скрипкой, которая имеет совершенные формы, технологии, она покрыта благородным лаком, она окрашена в яркий цвет и так далее. А наша лира как бы вот всегда она оставалась каким-то таким деревенским, плохо сделанным музыкальным инструментом. Вот эта мысль у меня как бы со студенческих времен одолевала, и все время я находился в состоянии, а что можно сделать для того, чтобы наш национальный музыкальный инструмент был не хуже, по крайней мере, той же скрипки. Ну, это уже как бы судьба распорядилась так, что я уже всерьез занялся этим проектом «Понтийская лира», я уже живя здесь в Афинах, и, и на каком-то этапе я просто решил взять и изучить лиру. Начал искать библиографию, практически ничего не нашел. Кроме нескольких самоучителей игры на понтийской лире, никакой библиографии мне особенно не удалось найти. И поэтому, я начал изучать библиографию, связанную с изготовлением, с историей скрипки, классической скрипки. И вот когда я начал изучать уже саму скрипку, там появилась, во-первых, очень большая библиография. И тогда я понял, что скрипка, современная скрипка, происходит практически из нашей понтийской лиры. Ну, если не совсем из нашей понтийской лиры, то, по крайней мере, из двух византийских лир, происхождение которых однозначно произошло в одно и то же время. Если говорить без натяжки, то это приблизительно 8-9 век нашей эры. Исторические источники показывают, которые существуют, они показывают вот это время. Конечно же, для того, чтобы эти исторические источники могли, если их немного проанализировать, то понятно становится следующее, что церковные книги, в которых есть изображения с этими 4 византийскими лирами. Обозначу их. Это гитарообразная лира, овалообразная лира, наша понтийская бутылевидная лира и грушевидная лира, которая существует на Балканах, в Турции, на Крите и в других странах. Все источники показывают, что самое интересное, что гитаровидная лира византийская и овалообразная лира, они уже показывали и новый метод игры, идентичный с методом игры на скрипке. Это уже была позиция добрачо, то есть на плече, и играли смычком поверху, в отличие от грушевидной и бутылевидной, где позиция вертикальная. К сожалению, мировая библиография гласит о том, что скрипка современная произошла от арабского рибаба. На самом деле ничем это не подтверждается с научной точки зрения, а строится просто на высказываниях одного французского музыковеда XIX века, Антуан Видал, который написал такую теорию. Позже, уже в XIX и в XX веке, очень много было исследователей, которые подтягивали происхождение скрипки под их национальную культуру. Есть очень много теорий, где скрипка является чуть ли не славянским музыкальным инструментом, то есть авторство принадлежит там полякам, потом есть там французам, итальянцам, англичанам и так далее, в зависимости от того, кто как это пытался обосновать. Одно из последних, где-то 80-е годы, было исследование болгарского ученого, который совместно с немецким ученым попытались доказать, что скрипка происходит от казахского кабыза. Но в качестве аргумента приводят народную сказку, в которой там у них был какой-то легендарный герой, который вот придумал этот музыкальный инструмент, и вот от него этот смычок и этот музыкальный инструмент потом распространился по всему миру. На самом деле, конечно же, это большая натяжка,
И единственное сходство скрипки с древним инструментом, на который имеются у нас исторические свидетельства, это как раз таки византийские лиры. И уже в науке появляются статьи, в интернете статьи, есть авторы, которые все-таки как-то связывают происхождение скрипки с Византией. И это наиболее верное исследование. Так вот, обращаясь к историческим источникам, существует множество византийских манускриптов, так называемые псалмы Давида, псалтирии, в которых существуют и изображения музыкальных инструментов. В православной христианской церкви изображение или использование музыкальных инструментов в церкви было запрещено, и только в одном сюжете библейском, где библейский царь Давид играет на древнегреческой лире, этот сюжет как бы был разрешен, и поэтому уже в византийские времена художники, значит, этой эпохи, византийского времени, они позволяли себе изображать царя Давида, но уже не с древнегреческой лирой, арфой, а со струнной смычковой лирой, которую я вам сейчас перечислил. Понятно, что эти манускрипты самые ранние X века, но для того, чтобы художник мог изображать и вставлять в руки царя Давида библейского смычковую лиру, естественно, лира должна была проделать очень большой путь для того, чтобы стать настолько популярной, да, чтобы ее могли изображать уже в церковных книгах. Поэтому это в условиях Средневековья такой процесс распространения нового музыкального инструмента, конечно, требует времени. Поэтому это нам позволяет считать, что византийские лиры появились лет на 200 минимум раньше. Хотя на одном из сайтов Русской Православной Церкви, личный сайт Илариона, митрополита, у него есть ссылка на слова Григория Низкого, где Григорий Низкий говорит о смычке и лире. Если это так, то тогда история появления смычка и смычковых инструментов сразу уходит еще на 400 лет раньше, то есть IV век нашей эры. И сразу появляется и география. Византия была большая, а Григорий Низкий это как раз таки это Черноморское побережье Черного моря, Турции, сегодняшней Турции. Почему? Потому что и Григорий Низкий, и святой великий Василий Великий, они как раз таки имели свое происхождение с Понта. Вот это что касается происхождения нашей лиры, которая является однозначно одним из самых древнейших смычковых музыкальных инструментов, что подтверждается и историческими свидетельствами. Кроме книг, манускриптов, еще существуют предметы декоративно-прикладного искусства с изображением лиры. Самое раннее это IX век, но там изображена не бутылевидная, а грушевидная лира на шкатулке из слоновой кости, которая также хранится во Франции. По-моему, во Франции или в Италии, сейчас не помню. Большинство из этих манускриптов, конечно же, были разворованы крестоносцами, поэтому сейчас они хранятся в библиотеке Ватикана, в библиотеке Мюнхена, Лондона, Парижа, Нью-Йорка и так далее. Но есть несколько таких манускриптов и на Афоне, есть на Синае в монастыре Святой Екатерины, сохранились некоторые экземпляры. Мне удалось найти еще один экземпляр такого манускрипта, который сейчас хранится в Стамбуле в одном из музеев, по-моему, в музее Султана. Конечно же, эти изображения, эти манускрипты, они изучены византистами, учеными, но не с точки зрения музыковедения, а с точки зрения, понятно, или изобразительного искусства, или текстов византийских, которые изучают византологи. Пока еще, кроме очень плохих иллюстраций в некоторых книгах, как одна из хороших книг, которая недавно появилась, это Никос Малерис, музыковед, который издал новую книгу года 3 назад,
под названием «Византийские музыкальные инструменты», где есть эти изображения с этих манускриптов. Но одно из также из самых древнейших изображений лиры имеются и в Киеве. В Киеве, в храме Святой Софии, который всем известно, что построили греки и оформляли греческие художники, там, значит, на лестничном пролете есть изображение музыканта, играющего на бутылевидной лире, но в позиции добрачо. Вот такое изображение имеется в Софии Киевской. И оно датируется X веком нашей эры.